Ассаламу алейкум из Чечни, Мансур 95. Байрай, Нахчу, алейкум ассалам, большой вам братский привет из Алании. Вопрос, Фред, ты говорил, что у чеченцев астинские фамилии. Да, набери в поисковике астинский сайт, происхождение фамилии. Там увидишь значок с башней. И там фамилии такие как Дудаев, Багаев, Гагиев, Джанаев, Басаев. У Басаевых родные братья. У нас это на нашем языке называют Арватталта. Одной крови. Фамилия Караевы. Ну, вот также у других фамилий, также братья, кто куда они поразбежались по ущельям и пустили свои корни. И у каждого из них была своя фамильная башня. Помню, я где-то читал, что у алан с войнахами был союз, ну и вообще с другими народами Кавказа тоже, где они вместе совершали военные походы. И после нашествия монгол многие аланы ассимилировались и с войнахами. И когда-то мы были единым целым. У нас была когда-то своя духовно-религиозная культура, традиция, обычаи, которые мы, осетины, сохранили до сегодняшнего дня. По крайней мере, пытаемся сохранить, которая была распространена и на другие народы Кавказа. Ну и у ингушей тоже много астинских фамилий. Ингушей – это смесь войнахов с аланами. Вот и получилась такая гремучая смесь. Вот и гремят, то с нами гремят, то с вами гремят. Теперь у них обоюдное гремение с Грузией. Помню, где-то 2-3 месяца назад отсюда с Осетии повезли невесту в Грозный, в ресторан за ногайцев. И когда туда приехали, зашли, на столе ни одной водки. Все девушки, женщины были в головных уборах, в косынках, прилично одеты, как и подобает у нас на Кавказе. Никто не танцевал ламбаду и другие распущенные неприличные танцы. По крайней мере, это элементарное человеческое приличие, культура, воспитание. Я не согласен с тем, что, как говорят, по праздникам водку можно. Ну, для бесов все можно. Однако только в таком здоровом обществе формируется здоровое будущее. И это пример для многих. Ну, конечно, мы не роботы, и на то и мы в этом мире находимся, чтобы вкусить запретный плод, познать грех. Но все-таки в обществе должно быть именно так, порядок. И мое уважение
чеченскому народу и вообще всем народам Кавказа хочу от сердца пожелать, чтобы не слушали всяких там блогеров, вы их знаете, те, которые нас постоянно хотят стравить, всякие антирасисты и так далее. Это маги и колдуны, которые внушают вам свою идеологию, но хорошо там, где нас нет, в каждом народе есть как и стремящиеся, так и вы сами все знаете, но не обращайте на них внимания, начинайте всегда с себя, насколько вы, жизнь коротка, и насколько вы можете, настолько и стремитесь к лучшему, объединяйте народы Кавказа, больше общайтесь. Я так заметил, что во многих вопросах часто не сходятся по духовно-религиозным, например, потому что у нас в Осетии, допустим, большинство сохранили древнеримскую религию, традиции, обычаи. Часто возникают непонимания, споры межрелигиозные. Поэтому, чтобы у вас не было по невежеству таких моментов, нужно поближе нам общаться, такой культурный обмен, и тогда все будет нормально. А этих всех блогеров антироссийских, которые засели где-то в Европе и оттуда нам указывают, что нам делать, как нам быть. Все зависит от человека. А так везде есть